Так, нам походу туда. Ага. Ребята, всем привет! Сегодня вторая декада ноября, и мы решили с Сергеем Викторовичем закрыть сезон жидкой воды, так как на следующей неделе уже передают -8. Наверное, все-таки это уже крайняя рыбалка с лодки. Мы на реке Мокша, в районе Устинского моста. Для кого-то он известен как Сасовский мост. Не знаю, там разберетесь сами, да, там кто-то говорил, что это Сасовский, кто-то Устинский. Короче, мы в этом месте будем пробовать ловить на джиг, может быть, на воблеры. На улице плюсовая температура, но сильный ветер. Где-то порывами до 20 метров в секунду, да, передавали вроде на что-то? До 18. До 18, да? Сергей подсказывает, до 18. Вот. Сейчас лодку я уже собрал. Серега сейчас тоже заканчивает. И будем выходить на воду. Надеюсь, нам удастся что-то поймать. Если вы видите это видео, значит, мы что-то поймали, наверное. Но это не точно. Все, давайте, поперли. Все, я вышел на воду, Серега там еще собирается, но помимо Сереги еще собирается дождь. Вот, такая рыбалочка у нас. Интересная, наверное, будет. Так, сейчас помощничка подключим на маленьких батареечках, он у меня сегодня. Надеюсь, хватит. Далеко не планирую, я под маленьким моторчиком. Сейчас вот где-то, наверное, ниже по течению буду пробовать рыбачить. Это просто какая-то жесть, ребята. Кидаю болты, звоню Сереге, тоже болты. Не клюет ничего. У меня закончился бензин, гребу уже к машине. Думаю, дай-ка вот здесь возле травки заброшу. И на первом же забросе вот такой щурок клюнул. На воблер. А на джиг кидаем, вообще ничего, короче. Опа. Но уже неплохо. Ребят, второй щурок оттуда же. Они вон все стоят в той заводе, походу. Ну как бы вот здесь вот на траве. Ничего себе. Блин, под конец рыбалки раскусил рыбалку чуть-чуть покрупнее. Я в этом сезоне рыбу не забирал, возьму. Даже не себе, а куме. Да, смотрите-ка, блин. Прям вот ровно с того же места попался щурок. Мешкую, ребята, как бы. Пакетик вот. Не судите строго, как говорится. Обещал человеку, говорит, там, если будет, говорит, не отпускай, хочется свежей рыбки. А у меня есть дома судачки, зять с Астрахани привез. Я себе пожарю. Давайте попробуем еще раз туда бросить. Но чудес не бывает, наверное, третий раз-то уже точно не клюнет. Но два щурка с одного места, блин.
Только воблер приводнился, блин, там, и сразу бас он его схватил. И первый раз, и, как говорится, и второй. Сильный ветер. Жесть. На веслах вообще нереально. Да, здесь вот щурочки стоят. Ну попробую сейчас тетравку вот еще до машины, блин, метров 100, наверное, 150. Попробую поперемещаться вдоль травки. Может быть, удастся еще поймать. Все, братцы, закончилась рыбалка такая. Ну, блин, рыбалка есть рыбалка, короче, блин. Удалось поймать уже вот в конце 3 маленьких карандаша на воблеры, на джиг. Скажем, поклевок не было, то бишь, как бы, там сомнительные какие-то даже брать не хочу в расчет. Вот. Будем ждать первый лед и пойдем теребонькать там мормышки, блесенки, там еще какая-нибудь фигня-мигня. А со спиннингами все до следующего года. Будем сушить лодки, сворачивать спиннинги, там все это, катушки и все остальное. Все, всем пока-пока, увидимся на льду.